Ни одно решение передачи земли без вашей подписи не должно происходить. Вы поставьте вопрос ремонт. Не хотелось бы, а надо делать так. Какие меры будут предприняты для защиты объектов культурного наследия, сегодня обсуждали в правительстве Ингушетии. Мы получили много аппаратуры и медицинского оборудования, таких как дефибрилляторы, аппараты ИВЛ, мониторы, шприцевые дозаторы, УЗИ-аппараты. Так будет надежнее. В Ингушской республиканской клинической больнице переоборудовали корпус для ковидных больных. Откроют праздничное мероприятие авиашоу с участием легендарной пилотажной группы «Русские Витязи». Праздничное мероприятие будет длиться более 3 часов и соберет тысячи зрителей. И хлеба, и зрелищ дадут жителям региона 10 октября. Расскажем, как готовиться к празднованию годовщины единения Ингушетии с Россией. Мы в преддверии отопительного сезона просим всех наших жителей, у которых нет с нами договора на поставку газа, узаконить свое газопотребление. Самовольные врезки в газопровод угрожают безопасности, бьют штрафами по карманам, но бесполезно. Что вынуждает идти на нарушение закона? Отдохнуть и хорошо набраться сил. В Доме ветеранов к концу года завершат строительство дополнительного корпуса. Здравствуйте, это новости 24. Объект, который нуждается в охране. Спорная ситуация произошла в селении Яндари. Здесь историческое наследие плавно переходит в игровые спортивные будни. Кто проводит межевание? Где грань между частной собственностью и памятником? Наш корреспондент расскажет, в чем дело. Бурбуардс – городище, датированное 5-8 веками нашей эры, находится в центре Яндари, где вокруг искусственного холма жители обустроили свои земли. С его высоты открывается панорамный вид всего сельского поселения. Исмаил Катиев родился в 1947 году в Казахстане. Рассказы о родине с любопытством слушал от деда с самого детства. Ему исполнилось 10, когда его семья вернулась домой в Ингушетию, где юный мальчик начал серьезно изучать культуру, быт и историю ингушского народа. Ауыр сарматы жақынақанып, скипы жақынақанып, гуны жақынақанып, аланы жақынақанып. Сәл бәніләтті темір бі, татари монголи бі, татар парпостыр, татар қетеді, вейнақ қетеді бі, вейнақ постыр ләтті, меттігі жер. Ташитей пар сигнальный бі, гунтер, терестек, летишь, там летят, для сигнала, сигнальный гухет, что нас есть форпост, ластыш, который нахватыш. Слова Исмаила о сохранении культурного и исторического наследия прозвучали неспроста. На минувшей неделе в социальных сетях прошла информация о строительных работах на территории Бурбуардса. Это вызвало волну негатива. При этом многие даже не знают, о каком месте идет речь. У нас есть эта гора, это Бурбуардс у нас называется. Это, как мы видим, вот сзади нас, вот наверху это находится. Это место отдаленное от этих мест. То, что они в Фейсбуке вот это указали, вот это места, что это гора как Бурбуардс, но эту территорию тут 12-13 гектаров земли полностью, если где мы находимся, если это они просто по карте сверху сняли вот населенный пункт, где кончается вот дома, где находится, и вот они очертили вот это место, как бы вот там испытания никакие не произошли, и еще нету. И вот заключение, вот на основании каких документов, каких испытаний, исследований они это сделали, я не знаю. В паблике также прозвучала информация о том, что в 2001 году правительством республики объект был включен в перечень памятников истории и культуры. Но, как заявляет администрация, никаких бумаг того времени они не видели, как и не проводилось межевание земли. В 2015 году администрации сельского поселения Яндари было роздано около 20 участков, и многие из них находятся вблизи Бурбуардса. По целевому проекту устойчивого развития сельских территорий местная власть построила футбольное поле на 3 из таких участков.
участков, предоставив взамен хозяину равноценную квадратуру на игровой площадкой, недалеко от исторического наследия. Хозяева согласились, начали строить дома, и сразу же распространилось любительское фото по разным интернет-каналам. Это земли, которые люди подали заявление, и это заявление на основании решения депутатов, решения райсовета Назарянской района и правительственной комиссии. Правительство в 2016 году утвердили их, и после них по распоряжениям мы им выделили вот эти участки. Несколько лет назад в правительстве республики была создана комиссия, которая рассматривала земельные вопросы. Это происходило таким образом. Главы администрации предлагали свои варианты, а комиссия их согласовывала. Позже она была распущена, но в 2016 году при ней была одобрена передача земли этим жителям. Так что вопрос об ответственности за историческое наследие остается открытым. Межевание территории у нас, как правило, проводится администрациями муниципального образования. В адрес муниципалитетов правительством были направлены соответствующие письма о проведении межевания земельных участков и внесении сведений по этим участкам в правила землепользования и застройки и проведении строительных земных работ в обязательном порядке законом предусмотрено запрашивать у регионального органа охраны объектов культурного наследия информацию о наличии либо отсутствии на данном участке объектов культурного наследия. И в случае, если на территории, отводимом для строительства, либо для других хозяйственных работ, расположен объект культурного наследия, то региональный орган охраны выдает соответствующую информацию, и заказчик работ, строительных, хозяйственных работ обязан обеспечить проведение археологических полевых раскопок на земельном участке. Местная власть территорию памятника не определила, ссылаясь на то, что межеванием должны заниматься в управлении культурного наследия. Те, в свою очередь, утверждают, что никакого запроса от отведения земель близ Бурбардза им не поступало. По этому делу управление культурного наследия ведет свою экспертизу. Исход будет не самым лучшим для нарушителей. О собственниках, пользователях и лицах, проводящих строительные работы в данной зоне. Получена некоторая информация уже собрана, и по данному факту, в целом по нарушениям законодательства об охране объектов культурного наследия предусмотрена как административная ответственность, так и уголовная. По итогам проверки будет собрана необходимая база и установлена, если будет признаки состава преступления, информация о управлении культурным наследием по данному факту будет направлена в соответствующие правоохранительные органы. В противном случае лицо, которым проведены работы в зоне расположения объекта археологического наследия и причинен ущерб объекту культурного наследия, по данному факту также может быть и в зависимости от обстоятельств, лицо может быть привлечено к административной ответственности. Негодование местных жителей понятны. Здесь, на искусственном холме, покоится история, связанная с набегами татаро-монгольской орды, скифов, гунов и варяг. Под прицел охраны службы исторического наследия попадут и те жители, кто начал строительство на территории Бурбардза. Муслим Ганиев, Адам Гулой, Магомед Белакиев, Асхаб Белакиев. Новости 24. Вопросы соблюдения федерального законодательства об охране объектов культурного наследия при проведении строительных работ обсуждали и в правительстве региона. Там рабочая неделя началась с совещания Кабмина, в ходе которого были обсуждены текущие вопросы деятельности в министерствах и ведомствах. Подробности в репортаже. Согласно федеральному закону, проектирование и проведение земляных, строительных и иных работ запрещено при наличии на данной территории объектов культурного наследия. На основании того же закона предоставление земель, расположенных на территории республики, и изменение их правового режима без согласований с властями также является неправомерным действием. По словам руководителя управления культурного наследия правительства Республики Ингушетия Магомеда Зарахова, мер, принимаемых на местном уровне администрациями по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия в Российской Федерации недостаточно, так как в администрациях отсутствуют структурные подразделения, в положениях которых закреплены полномочия по сохранению
и охране объектов культурного наследия. В связи с тем, что в последнее время многие объекты наследия подвергались вмешательству и разрушению, Зарахов обратил внимание соответствующих муниципальных органов и структур, которые имеют отношение к землеотводу, обратить внимание и тщательно подходить к выдаче земельных участков в аренду. Ярким примером можно назвать ситуацию, которая сложилась в Яндере, в сельскохозяйственном 12 района. На территории объекта археологического наследия федерального значения городище Бурбас прилегающей территории проводится частная застройка. В результате такой деятельности после выезда археологического центра республики на месте производства строительных работ были обнаружены фрагменты керамики, фрагменты объектов культурной ценности. То есть это говорит о том, что объект археологического наследия причинен вред. Напомним, выступая перед депутатами Народного собрания региона, глава республики Махмуд Али Калиматов подчеркнул, что это национальное достояние всех жителей Ингушетии, и наша важнейшая задача – сохранить все это для будущего поколения. В действительности у нас опять упирается в финансы. А если мы на себе их возьмем, то вообще мы их не сможем содержать. Наоборот, это национальное достояние, да? Поэтому там вопрос-то в чем? Мы его ставим сейчас. У нас там 30%, по-моему, только сейчас передано в реестр, федеральный реестр, да? Нам сегодня нужны деньги, чтобы их, а там надо все это, технически все документы подготовить, и нам надо в федеральный реестр их внести, понимаете? Не допустим, чтобы там кто-то что-то сделал, сманипулировал с нашим достоянием. Это точно. Это даже пусть они даже не задумываются. Если по незнанию и там эмоционально что-то сделали, ну, значит, вернем опять на место. Потому что это шутить там нельзя. Это серьезные вещи. С 2019 года по настоящее время в ходе плановых проверок выявлено 15 нарушений в сфере охраны объектов культурного наследия. Как отметил председатель правительства Владимир Сластенин, ни один участок земли без предписания отдела по сохранению культурного наследия никуда не может быть передан. Полномочия переданы по земле нашему министерству. Ни одно решение о передаче земли без вашей подписи не должно происходить. Вы поставьте вопрос, Ремон, не хотелось бы, а надо делать так. Это серьезная вещь. У нас сколько? 1300 объектов? 2000 объектов. 2000. Все списки, чтобы все в районах были у вас люди. Ну, у вас серьезные полномочия. А вы так безумно подходите к этим вещам. По итогам заседания председателем правительства Владимиром Сластениным было дано поручение взять ситуацию с созданием соответствующих структурных подразделений в муниципальных образованиях на особый контроль. Муслим Ганиев, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Фатима Нальгиева. Новости 24. Указом главы Ингушетии на должность постоянного представителя Республики Ингушетия при президенте Российской Федерации назначен Муслим Оздоев. Он родился в 1981 году в Казахстане. Высшее образование получил в Новосибирске, окончив в 2003 году Сибирскую академию государственной службы по специальности государственное и муниципальное управление. Трудовую деятельность новый глава постпредства Ингушетии начал в 1998 году. Работал в коммерческих организациях на различных должностях, в том числе в АО «Аэропорт Внуково», а также компании грузоперевозчика UTG и авиакомпании «Азур Эйр». Ранее должность постпреда региона в Москве занимал Алаудин Боков, который был от нее освобожден указом главы республики по собственному желанию. Вновь актуальны данные по ковиду. Сейчас рекомендовано следить за статистикой заразившихся. За сутки выявлена эта болезнь у 46 человек. 647 остаются под наблюдением. В республиканской клинической больнице тем временем для лечения больных коронавирусом переоборудовали корпус. Пока эпидситуация оценивается как стабильная, но надо быть готовыми к любому раскладу, уверен медперсонал. Хава Газикова расскажет. В Саранске больнице к приему пациентов с коронавирусной инфекцией готовы 130 коек, из них более 40 обеспечены медицинским кислородом. Так как новая угроза потребовала нового подхода к работе не только методически, но и технически. В переоборудованный корпус врачи переехали буквально за пару дней. Вот этот корпус для работы именно с ковидными больными очень комфортен. В том плане, что здесь рядом находится КТ новый, который поступил именно под ковид больных. И мы, как я уже говорила ранее, мы получили много аппаратуры и медицинского оборудования, таких как дефибрилляторы, аппараты ИВЛ, мониторы, шприцевые дозаторы, УЗИ-аппараты.
много оборудования получили, поэтому необходимости и проблем с медицинскими оснащениями у нас нет. Отдельные входы и выходы для врачей. Причем те, кто идет в больницу, не смогут пересечься с тем, кто уже отработал смену. Корпус разделен на грязные и чистые зоны. То есть предусмотрено место для переодевания в противочумные костюмы. Это далеко не все плюсы переоборудованного корпуса. Преимущество нового корпуса в том, что, во-первых, здесь коек больше, во-вторых, здесь кислородных точек больше, и нам в реанимации более просторно и площадей больше, где мы можем более в комфортных условиях разместить больных. Оценили возможности нового корпуса и пациента. Айна Аджиева, к примеру, поступила в РКБ с инфекционным заболеванием 2 недели назад. Была и в старом здании, и в новом, так что есть с чем сравнивать. А лечащие врачи, медсестры, санитарки очень внимательны, очень чадикпар. Указ вообще красота. Динамика распространения COVID-19, по словам врачей, оптимизма пока не вселяет. Так, по данным Оперштаба, за последние 2 недели в Ингушетии выявлено около 600 заболевших. Поэтому работа ведется усиленно. На каждом этаже по одному врачу и медсестре. В день у нас бывает, да, что бывает и 10 пациентов, бывает и 5 бывает. Но чтобы у нас день проходил без поступления больных, этого у нас уже нету. Хотя, скажем, раньше, летом, пациенты были, меньше было. Раньше у нас их 60 было, скажем, около, да, а сейчас их около 80-70 так. На сегодняшний день в корпусе под наблюдением врачей находится 76 пациентов, из них 13 в тяжелом состоянии. Реаниматологи дежурят в отделении круглосуточно, а в случае необходимости к медицинским работникам готовы подключиться и другие специалисты. Хава Газикова, Майрбек Мержоев, Новости 24. Театрализованные представления, изумительная хореография звезды российской эстрады и отсылка к истории единения Ингушетии с Россией. Празднование 250-летия намерены отметить весело и с размахом. Торжества пройдут в Сунже. Сегодня в амфитеатре прошла первая репетиция концерта. Организаторы, как и полагается, многое держат в секрете, не хотят раскрывать всех сюрпризов, но что-то уже можно продемонстрировать. Залимхан Калоев поделится. Назад на 250 лет. Удары кинжалов, отточенные и грациозные движения. На сцене ансамбли «Ингушетия» и «Магаз» демонстрируют все, чему научились до первой сводной репетиции. Своим прологом они погрузят зрителей в историческое прошлое, когда состоялось важное событие – единение Ингушетии с Россией. Можно сказать, картинки будут разные исторических моментов наших. И основной момент – это вхождение в состав царской России. Вот это все будет показываться картинами в этом прологе. Все готовится, у хореографа это мышечная память должна быть, они все работают. Это только начало. Вот мы сейчас начинаем уже разгоняться. На одной площадке все творческие коллективы и сразу 3 театра. Все они работают в тандеме. Дирижером постановки по праву можно считать главного режиссера действа Мурада Галаева. С подробностями и некоторыми нюансами нас не знакомят. Все самое сочное оставляют на примеру. Мероприятие серьезное, поэтому, как видите, здесь, конечно, сквозняк, холодно немножко стало, но по-любому мы работаем, стараемся. Концерт обещает быть интересным. В Минкульте постарались, чтобы в этот день зритель услышал новые композиции, написанные специально к этому событию. Помимо прочего, выступят лучшие артисты не только из Ингушетии, но и всего Северокавказского округа. Приглашены также и звезды российской эстрады. Наша организация тоже представляет с новым обновленным репертуаром большинство исполнителей ингушской эстрады. Это Индира Хачубарова, Тамара Яндиева, Белла Базоркина, Алаудин Исмурзиев, Лема Нальгиева. Это полностью переписан. И мужской ансамбль Луаман Оз. Как раз таки вот на песню Луаман Оз писал министр культуры Тимур Дзейтов. Нам это очень приятно, и, конечно же, на суд зрителей мы вынесем новые произведения. Хочется отметить, что не только репертуар обновлен, но и само шоу, оно будет грандиозное, и думаю, что до сих пор такого не было. Все будет динамично, не затянуто и зрелищно. Для этого власти региона прилагают все усилия. Репетиции творческих коллективов будут проводиться практически каждый день, вплоть до 10 октября. Именно тогда и состоятся громкие торжества в Сунже.
Откроют праздничное мероприятие авиашоу с участием легендарной пилотажной группы «Русские Витязи». Праздничное мероприятие будет длиться более 3 часов и соберет тысячи зрителей. Зелимхан Калоев, Умар Газдиев, Новости 24. Нарушители продолжают самовольно подключаться к системе газоснабжения. Число таких инициаторов критически растет. Врезки зачастую осуществляются непригодными для этих целей подручными материалами. Они образуют постоянные утечки и создают угрозу взрывов. Вот чтобы такого ЧП не допустить, газовики совместно с правоохранителями проводят рейды. Одна из таких проверок прошла в Альтиеве. Это творение кустарных дел мастера. На территории частного домовладения здесь, по улице Брестская, сотрудники газовой службы принимаются устранять незамедлительно. Хозяин, которого, кстати, дома не оказалось, присоединился к центральному газопроводу с высоким давлением. Пренебрег тем самым всеми нормами эксплуатации газового оборудования, проигнорировав правила безопасности. Сейчас мы производим отрезку. Газосварка будет производиться отрезка, отключать будем абонента. В последующем материал будет передан в наши ОКЗ, правоохранительные органы. Абоненту будет предъявлен административный штраф. Данный абонент уже передавался у нас в ОКЗ. Его штрафовали минимально 15 тысяч. Сейчас повторно его несанкционированное подключение. Это уже будет совсем другие штрафы, большие штрафы. По словам местных контролеров, число незаконных потребителей здесь, в Альтиеве, более 2000, поговорить с которыми зачастую очень сложно. Все прячутся по домам и впускать никого не торопятся, что для газовиков вовсе не повод устранять врезки. Далее они вместе со слесарной группой выдвигаются на улицу Московская. Почему сюда приходят? То же самое. Тысячи раз охладили. Во-первых, Тысячи раз. Возмущению женщины нет предела. Почему устраняет именно ее врезку? Она утверждает, что 2 года назад обращалась с просьбой провести ей газификацию. Но по каким-то причинам тогда это сделать не удалось. А сейчас на это нет у нее средств. Как выяснилось позже, сама Мадина Арсельгова проживает в этом доме уже 4 года и столько же времени является незаконным потребителем газа. Впрочем, сама хозяйка домовладения этого не отрицает, но считает, что это были вынужденные меры. Нам тогда сюда приезжали, говорили 23 или 25, я точно не могу сказать. Надо 1000 с каждого абонента собрать, потом мы сделаем вам подключение. Но почему, если жилищный комплекс МИЕ, через одну улицу ханехтайс газопровод? Почему? Вот вопрос эти у меня вопросы еще. Администрации, понимаете? Вот все равно я хочу сказать, какая... Нет, я не обращалась к администрации. Взрывы бытового газа, многочисленные пожары и другие аварийные ситуации, не исключающие жертвы среди населения. Все эти последствия такого вот рукоделия слишком часто мелькают в новостных сводках. Также газовики призвали жителей республики не подключаться самовольно к газовым сетям, хотя бы из соображений собственной безопасности. Для уменьшения потерь газа, а также в первую очередь для безопасности самих граждан, сегодня нами проводится очередное плановое рейдовое мероприятие по отключению несанкционированных врезок. Мы в преддверии отопительного сезона просим всех наших жителей, у которых нет с нами договора на поставку газа, узаконить свое газопотребление, прийти к нам, написать заявление и заключить с нами договор на поставку газа. Как говорят работники газовой службы, мер, применяемых в отношении незаконных потребителей голубого топлива, предостаточно. На первый раз после составления соответствующего акта нарушителю грозит штраф до 15 тысяч рублей. Однако в следующий раз отделаться административным наказанием уже не получится. Нерадивому абоненту будет грозить срок до 2 лет. Проводить рейдовое мероприятие газовики намерены еженедельно. Хава Газикова, Адам Мережков, Асхаб Белакиев. Новости 24. Молодые, активные и полные чувства патриотизма. Новобранцы пополнили ряды юноармейского движения Ингушетии. Торжественное посвящение ребят состоялось в 18-й школе города воинской славы. Школьники присягнули на верность Отечеству. Здесь же открыли вахту памяти, почтили погибших в Великой Отечественной войне. Репортаж Хавы Гагиевой. Следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки. Клянусь
Клянусь. Клятву Отечеству, юноармейскому братству и, самое главное, самому себе быть готовым в любую секунду стать на защиту своей родины. Этим школьникам всего по 9-10 лет, однако они хорошо понимают, насколько это важный и ответственный шаг в их жизни, поэтому и стихи читают с таким же рвением. Снаряды не рвутся, не стонет земля, и танков не будет, пробита броня. Мы в мирное время сегодня живем, не прячемся мы под прицельным огнем. Краповые береты и стойка смирно – все самое главное для посвящения готово. Эти ребята лучшие из лучших, и главные принципы они давно усвоили. Но причины для вступления в ряды военно-патриотического движения у всех разные. Я очень хотела стать юноармейцем. А почему? Потому что я очень люблю учить стихи, гимны и песни. Мне нравится очень сильно своя форма, она мне подходит к моим глазам. И билетка, и юбка такая красивая. И я хочу участвовать в празднике юноармейцев. А что тебе больше всего нравится в этом празднике? То, что тут много людей, и нас будут показывать по телевизору. Поздравить ребята, а заодно и отдать долг героям Великой Отечественной в республике собрались порядка полсотни поисковиков из Чечни, Осетии и Кабардино-Балкарии. Ведь сегодня помимо посвящения юноармейцев состоялось и открытие вахты памяти. Все должны друг другу помогать, все поисковые отряды, как могут, друг другу помогают, даже разной информацией. То есть здесь так же, как и на войне, нет различия от разных наций. Мы единое целое. Вступить в ряды юноармии для каждого из этих ребят значит прежде всего воспитать в себе стойкий характер, набраться профессиональных навыков и лидерских качеств. Вы знаете, из-за менталитета были немножко недовольства, что вот именно брюки только используются. Мы теперь официально получили разрешение на использование юбок. Вот у нас сегодня были такие красавицы. Это было посвящение юноармейского отряда. Мы дали ему название «Малгобек». Это, конечно, не оригинально, но все-таки мы город воинской славы, и у нас должен быть юноармейский отряд с таким названием. А вот Ахмед Гаракоев уже как 6 месяцев носит почетное звание юноармейца. Да только из-за пандемии коронавируса официального посвящения у него не было. Однако за полгода кропотливой работы смог для себя осознать, кто такой настоящий юноармеец. Играл юноармеец. Эздо долж, я йолж дину долж холвес. Баха чартани эздо долж амалшан. Эмерз долж. Шихудиш долж. Шикянер хадж. Голгай. Тамсиги. Кегичсаги долж холвес юноармеец. В завершение дня участники мероприятия возложили цветы к вечному огню в дань памяти погибшим воинам Великой Отечественной, таким образом дав шанс павшим молодым солдатам, могилы которых уже давно заросли травой, подняться и сказать: «Я был, я есть, я не забыт». Патриотическая акция «Вахта памяти» объединяет множество поисковых клубов, которые преследуют лишь одну цель – отдать дань памяти и уважения тем, кто пропал без вести во время Великой Отечественной. Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Новости 24. Проект «Победитель» форума «Машук», воплощенный в реальность. Военно-патриотический лагерь «Малгобек» основан на принципах патриотического и духовно-нравственного воспитания. Проект включает в себя укрепление здоровья, регулярные занятия спортом и вневойсковой подготовкой. На деле это все увидел Идрис Ижиев. Команда «Старт». Секундомер запущен. Не теряя ни секунды, Ибрагим Барханоев, представляющий команду 20-й школы, приступает к разборке и сборке автомата Калашникова. Здесь важно не просто пройти испытания быстрее остальных, а сделать это максимально четко и без ошибок. 54 секунды. Выводы, кто же станет лучшим на этом этапе, делать пока рано, ведь участников более 40 человек. Секрет успеха – не поддаваться волнению и быть внимательным, делится школьник. Сегодня решил посоревноваться, посмотреть. У меня лучше всего получается подтягивание, отжимания и бег. У меня большие надежды на автомат, разборку. Я надеюсь, я смогу. Следующее испытание – прыжки в длину. На дистанциях собрались лучшие из своих школ. В каждой команде по 2 человека. Впереди самое интересное испытание для ребят – стрельба. Абубакар Боров пробует свои силы одним из первых. Несколько выстрелов и зачет. Парень не удивлен своим результатом. Он считает, настоящий патриот должен быть всесторонне развитым. Sen ahta ehtuboja hamludi qarsniq tsewa gwatji. Gar ahta sunde подтягиванji одни 100 метровка вот ahta силовое упражнение игра ахтаис.
Проект грантового конкурса «Машук-2019» Азраила Пошева военно-патриотический лагерь «Малгобек» успешно реализуется в течение года. Проект направлен прежде всего на патриотическое воспитание и поддержание здорового образа жизни молодежи. Мероприятие очень насыщенное. Здесь у нас проводятся спортивные соревнования, стрельба, по мишени, разборка-сборка вот этого автомата и спортивные вот эти другие вот показательные мероприятия. И на самом деле это нужно, это в первую очередь развитие патриотизма, это то, что мы оставляем вот за собой, да, вот то, что мы сегодня вкладываем в них, это завтра окупается. После завершения всех состязаний победители получат почетные грамоты и ценные призы. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24. Строительство нового корпуса для Дома ветеранов планируют завершить в декабре. Работы были начаты в марте этого года. Увеличивают коечный фонд и улучшают условия для пребывания пожилых людей. Все подробности далее. Ротбанд или заменяющий рот? Что у нас? Отделочные работы, правильная связка арматуры, качество кирпича и не только. За всем этим на стройплощадке следит техническая надзорная служба. Представитель управления капитального строительства проводит тщательную проверку на предмет нарушений по всем этажам. Берет пробу строительного материала и дает оценку качества соцобъекта. На сегодня существенных замечаний на данном объекте нету. Ведутся, как вы видите, внутренние отделочные работы и работы по устройству внутреннего отопления, работы электротехнического направления. В общем, вот эти работы сегодня подрядчик ведет в рамках требований решения проектной документации. Строительство нового корпуса Дома ветеранов было давно необходимым. Число желающих посетить санаторий выросло в разы, а коек только 36. Как делится старшая медсестра Тамара Томова, им даже пришлось селить в одну комнату, рассчитанную на 3 человека по 4 и 5. В тесноте да не в обиде, но для постояльцев о комфорте не было и речи. Не говоря уже об очередях в ванных комнатах и обед в 2 смены. Совсем скоро все это останется в прошлом. Первый камень будущего корпуса здесь заложили этой весной. Мы все рады, что новый корпус. Там, по крайней мере, будут и условия другие. Там на каждого, места двухместные номера, там двухместные будут. Тут у нас были и 3, и 4-местные номера, а там все номера двухместные. Вот это большой плюс. Площадь нового корпуса 4500 квадратных метров. Здание без деформационных швов высотой в 4 этажа, плюс цокольный, где оборудуют прачечную, морозильную камеру, пищеблок с мясным, рыбным и овощными цехами. Первые 2 этажа отведены под процедурные кабинеты, а на 3-м и 4-м будут гостиничные номера на 50 человек. И все это отдыхающие смогут оценить до конца года. Ну, у меня осталось, значит, это устройство полов закончить. Штукатурку процентов 95-96, я могу сказать, закончила. Шпаклевка, побелка, потолки Армстронг, вот эти виды. И благоустройство. Срок у нас 20 декабря этого года. Мы успеваем. Мы даже немножко с опережением идем по некоторым видам работ. 7 бригад, 40 человек. На последнем этаже каменщики заканчивают укладку кирпича в 2 слоя. Параллельно с ними на 3-м буквально по пятам идут штукатурщики. Штукатурка 3 этаж доктор. 1 этаж кадина доктор. Машина нанесена юак. День где-то 300 квадрат юак. 4-й сайт ходишь. Это 2-3 дня дадут. На этой неделе полностью лестничный марш я доктор штукатур. Потом шпаклевка до 3-го этажа, я дянку шпаклевку. Осталось только 4-й этаж. После шпаклевки у нас идет краска, басовка 2. Приблизительно максимум до конца сентября дуду идут по. Краска, шпаклевка, штукатурка. Новый корпус не только увеличит вместимость Дома ветеранов, но и предоставит жителям 70 рабочих мест. Микаил Тангиев, Адам Гулоев, Майрбек Миржоев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетии.